Всегда считалось, что престижное образование можно получить только за границей. Такую возможность предоставляет нам Россия, которая ежегодно дает квоты для поступления в российские высшие учебные заведения на целевые места. В этом году по квотам было выделено 150 мест, вместо заявленных 220, а претендентов в 2 раза больше. Несмотря на то, что наблюдается некий отход от традиционных специальностей, все же юриспруденция, экономика и медицина пока на первом месте. Но будущие студенты также предпочитают и другие перспективные направления, которые в дальнейшем могут быть востребованы в нашей стране. На протяжении 3 лет представительство Россотрудничества в Абхазии занимается распределением предоставленных квот и частично координирует работу. С абхазской стороны курирует это направление вице-президент Виталий Габня. По прошествии первого экзамена мы получили десятки и десятки положительных оценок, но положительных со 100 баллами. Чтобы было понимание, за каждую орфографическую ошибку снимается 2 балла, за каждую пунктуационную снимается 1 балл. С точки зрения орфографии в наших школах преподают достойно русский язык, но в авторском тексте выставлять пунктуационные ошибки, двоеточие, точка запятой, дефисы, а в особенности многоточия, практически невозможно. Чтобы не было ни одной ошибки. А таких, повторюсь, было работ десятки и десятки. Если мы возьмем просто ради интереса и проведем на филфаке 5-го курса такой диктант, у нас с пунктуационными ошибками будут ряд проблем, не менее 2, об этом говорят все специалисты. Это дает право людям сомневаться в том, что утечки не было. Когда мне говорят о том, что в 2015-2016 году, что экзамены проходят нечестно, я им разбираю вот ту систему, которую в первой части я вам сказал, и все вопросы снимаются. Она понятная, прозрачная, а болтать, извините, можно все что угодно, поскольку во всем этом есть правда и, как всегда, есть вымысел. Как пояснил Виталий Габня, в этом году принципы отбора несколько изменились. Экзамены уже позади, но несогласных с итогом и процессом проведения отбора уже очень много. Виталий Габня считает, что есть много причин сомневаться в прозрачности и справедливости экзаменационного отбора. Конверт должен быть защищен не менее 3 печатями ведомственными, в каждом из которых по каждому экзамену должно быть 10 заданий на защищенной бумаге с ответственными лицами, кто составлял это задание и несет за него ответственность, и многое другое, вот ровно так, как везде при любом отборе. Нам идет вскрытие пакета, который, на мой взгляд, я говорю, был написан с коленок, и у нас есть право так говорить, поскольку без одной голограммы, без одной подписи, без одной печати в конверте, который, можно сказать, в канцелярии нашей был куплен. Ничего совершенно. Увидев непосредственно в момент проведения экзамена, я хотел его вовсе отменить, но уже невозможно это было сделать, поскольку механизм был заведен. По словам вице-президента, в этом году процедура проведения экзаменов была нарушена. При этом, как отметил Виталий Габня, у абхазской части комиссии не было возможности вмешиваться в эти процессы. Когда люди видели, что вскрылись конверты без какой-либо голограммы, не защищены, причем 3 работы, где у детей информация не держится, и по выходу экзамена они позволяли себе говорить: а мы именно хотели, чтобы вот именно это задание из 3 мне попалось. Есть основания у родителей по этому поводу возмущаться. Исходя из той прозрачности, которую мы обозначили и выставили на сайте Россотрудничества и вице-президента, то если не будут от них ключей, то есть самих заданий и ответов, мы не можем проверить. И когда родители требовали ключи, не требовали, а говорили, это их право. Мы так проводим экзамены в МГИМО, которые проходят по линии Министерства иностранных дел. Прямо после экзаменов, сразу же, правда там наплыв другой, мы даем и ключи, где вместе с преподавателем родители могут сидеть и видят, как все это выставляется, все это им можем дать домой, где они это могут, я не знаю, там еще раз кратно проверить. То есть это понятно, и все вопросы снимают. Так вот, наша российская сторона в лице группы людей, женщин, которые приехала с Ростовского Южного федерального университета, говорят, это наша интеллектуальная собственность, извините, и мы ее здесь показывать никому не собираемся, и оставлять тем более. На что мной была собрана комиссия расширенная, где Сергей Макарович и министр Адгурпатович на ней присутствовал, где с моей стороны был очень жесткий, предельный диалог, где я им задал простой элементарный вопрос. А как нам проверить?
на те десятки и десятки апелляций, которые к нам непосредственно придут после этого экзамена, на что мне ответа не последовало, где было сказано как мантра, что это их интеллектуальная собственность, и они забирают. Причем такая собственность, где нету ни одной печати, ни ответственных сторон, в общем, ничего. В этом году Министерством образования Абхазии был введен обязательный экзамен по абхазскому языку для поступления по квотам. И по мнению министра Адгура Какоба, это было необходимо. Министр высказал обеспокоенность проведением и итогом отборочных испытаний для поступления в российские вузы. Поэтому до выяснения всех обстоятельств министерство выходит из состава комиссии. Qarana imepus wazaro hare shahtahu yaha yartını ataçegi rgutunçını izdirwaz set talit izimdirwazın khethan rho atagala zaşa qalanza а комиссия усура халцвет. Декан юридического факультета АГУ Сергей Смыр отметил, что еще не отработан механизм возвращения на родину молодых специалистов. По его мнению, необходимо обязать студентов отрабатывать в том числе и российские дипломы. Предлагается сделать так. Он поехал туда обучаться бесплатно, он там живет бесплатно в общежитии, и он должен вернуться в свою страну, отработать. Тот диплом, который российский вуз обязан выписать, он должен дипломатической почтой прийти к вице-президенту, если он возглавляет эту работу. И после того, как этот выпускник принесет справку о том, что он отработал, хотя бы определить возраст, срок, он получает этот диплом, и ради бога работать. Такого, к сожалению, тоже у нас нет. На заседание Общественной палаты были приглашены представители Россотрудничества в Абхазии, но они по каким-то причинам не пришли. Члены Общественной палаты Абхазии высказали свои соображения по выходу из сложившейся ситуации. Виталий Габни отметил, что было подано десятки заявлений на апелляцию. Большинство из них были удовлетворены. Но это, по словам вице-президента, не решает проблему. Все возникшие вопросы будут обсуждаться на уровне министра образования Российской Федерации. Есть надежда, что в следующем году этих проблем уже не будет. Сима Аргун, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.